12:16, время столичное, друзья, еще раз вас приветствую на волне радио СТВ. И тема нашего эфира сегодня — актуальные вопросы энергоснабжения. Я уже говорил о наших гостях, сейчас мы будем друг друга приветствовать. И нашим гостям вы, друзья, можете задавать в нашем прямом эфире свои вопросы по телефону нашей студии 42 84 44, дозванивайтесь. Ну а гостей наших зовут Ксения Петровна Погорельская, это начальник отдела по работе с населением ЭнергоСБУ ПАО «Якутскэнерго». Здравствуйте, Ксения Петровна. Добрый день. И Алексей Владимирович Яныгин сегодня у нас впервые в студии. Алексей Владимирович — это исполняющий обязанности заместителя начальника якутского отделения энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». День добрый. Здравствуйте. Так, ну, что хочется сказать. Опять-таки смотрим на календарь, на сегодняшнюю дату. У нас последний день октября, завтра встречаем ноябрь, и наши жители наверняка уже задумываются, с какими результатами мы будем встречать Новый год, он уже близко. Какие подарки будем дарить родственникам, нашим друзьям. Я в курсе, что у энергосбыта есть такая добрая традиция. Насколько мне известно, эта традиция из года в год. Так вот, друзья, традиция заключается в том, что энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» проводит акцию. Акция для добросовестных плательщиков. Все правильно говорю? Все верно. Так вот, ее итоги подводят накануне энергетика. А день энергетика у нас 22 декабря. Поздравлять, наверное, еще рано. Но, тем не менее, давайте расскажем нашим радиослушателям, что за акция такая и действительно, будет ли она в этом году. Обязательно акция состоится в этом году. Акции по поощрению добросовестных клиентов проводим уже в течение многих лет. Число участников постоянно увеличивается. Это говорит о том, что клиентов, которые производят оплату, становится все больше и больше. На сегодня большинство клиентов, физических лиц, это клиенты, которые добросовестно исполняют свои обязанности. Условия акции «Удачный платеж» у нас практически не изменились. Практически такие же, как и в прошлом году. Участниками автоматически становятся все потребители, физические лица, не имеющиеся задолженности за коммунальные услуги, которые мы предоставляем. А если есть долг, то человек не участвует? Он не участвует, но он может произвести оплату до 22 декабря включительно, и тогда он будет участником. Друзья, должники, 22 декабря есть у вас еще время оплатить и принять участие в этой замечательной акции. Думаю, будет неплохой подарок к Новому году. В этом году призы будут разыграны в двух номинациях. Среди потребителей, которые проживают в городах Алдан, Ленск, Мирный и город Якутск, и среди потребителей, которые проживают в населенных пунктах республики, которые входят в зону обслуживания Якутскэнерго, за исключением названных выше городов. Мы считаем так более справедливо, потому что чем больше количество проживающих в городе Якутске, тем больше шанс выиграть. Поэтому даем шанс выиграть и потребителям уважаемым, которые проживают в небольших населенных пунктах. Еще раз повторю, что будет разыграно 4 суперприза, сертификаты на приобретение ювелирных изделий местных товаропроизводителей, а также мы приготовили поощрительные призы, сертификаты на оплату электроэнергии. Розыгрыш состоится 24 декабря. Обращаю внимание, что участники-потребители будут те, которые не имеют долгов по состоянию на 22 декабря 2019 года. Всю информацию о результатах нашего розыгрыша можно будет найти на сайте ПАО «Якутскэнерго». Я бы не отказался от подарка, чтобы бесплатно пользоваться электроэнергией в течение года. Нет, да? Ксения Петровна, скажите, где можно узнать подробности об условиях акции, если кто-то сейчас что-то прослушал, куда зайти, где посмотреть? Подробно с условиями акции и порядком проведения акции «Удачный платеж» можно ознакомиться на сайте ПАО «Якутскэнерго» или в отделениях и участках энергосбыта по месту жительства, а также по телефонам контакт-центра 8 800 100 22 05 или по короткому номеру, если вы проживаете в городе Якутске, 498 498. Напомню, код для тех, кто хочет позвонить из других населенных пунктов, 411 2. А я напомню, что на ваши вопросы отвечает сейчас Ксения Петровна Погорельская, человек, знающий в электроэнергии все. И вот такая хорошая новость у нас в начале беседы. Я думаю, якутяне, жители
нашей республики взяли эту информацию на заметку, а вы, Ксения Петровна, сказали, что по акции, да, могут проконсультировать в контакт-центре. Давайте подскажем нашим радиослушателям, по каким вопросам можно еще получить информацию в контакт-центре. И номер, конечно. По всем вопросам энергоснабжения можно обратиться в контакт-центр. Я еще раз повторю эти телефоны. 8 800 100 22 05 и короткий номер 498 498. Можно узнать о режиме работы КАС. Также это можно сделать, зайдя на сайт ПАО «Якутскэнерго». В закладке «Частным лицам» есть вся информация о работе КАС. Можно передать показания приборов учета. Можно попросить помощи или консультацию для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ПАО «Якутскэнерго». Можно узнать о наличии задолженности за энергоресурсы, ну или почему отключили свет и как поступить в данном случае, когда будет подключение, по всем вопросам энергоснабжения. Это многоканальный номер, иногда вот не дозваниваются. Ну, над этим на самом деле мы работаем. Можно оставить заявку в правом верхнем углу на сайте «Вопрос энергетикам». Можно оставить заявочку, и оперативно она может быть отработана. Любой вопрос. Это на сайте, да, где-то? На сайте. Ну, к этому мы вернемся к сайту. Напомним, как жители нашей столицы могут оплатить через сайт. Кстати, я этим пользуюсь успешно, очень удобно. Я забыл, что такое очереди. Но об этом позже. Да. Наши радиослушатели часто задают вопросы, что делать, если есть задолженность. Самый, наверное, волнующий вопрос. Ксения Петровна посмотрела на Алексея Владимировича. Я так понимаю, сейчас он нам разъяснит, как образуется задолженность. Что люди для этого делают. Да, задолженность образуется за счет того, что... Чуть поближе к микрофону. Да. Задолженность образуется за счет того, что не оплачивают за энергоресурсы, не только за отопление, горячее водоснабжение и энергоснабжение, но и по остальным. Поэтому, чтобы не было каких-то либо проблем и в дальнейшем нормально были выполнены все договорные взаимоотношения, необходимо оплачивать по энергоресурсам до 10 числа каждого месяца. Я напомню, что это прописано в жилищном кодексе. Часто потребители задают вопрос, а чем регламентируется. Это регламентируется жилищным кодексом, правилами предоставления коммунальных услуг. Все эти документы можно найти и у нас в базе документов для клиентов, ну и задать интересующие вопросы опять-таки в контакт-центре. Ну, действительно, это так. До 10 числа ежемесячно. Алексей Владимирович, ну вот сижу я такой должник, да, и чего мне ждать, когда у меня отрубят свет, какой должен срок пройти? Вот не заплатила я. Где-то я слышал, что должен пройти вроде как месяц-два. Или я что-то путаю? На самом деле, введение ограничений – это у нас самая крайняя мера воздействия на потребителя. Мы стараемся все-таки каким-то образом и уведомлять, и выходить на потребителя уже в рабочем порядке, решая данные проблемы. А так, да, введение ограничений у нас идет после второго расчетного периода, после 2 месяцев. И... Это физическое лицо? Да. А вот мы, Радио СТВ, например, вовремя не оплатим, нас когда отключат? Через месяц, по-моему. Да, у вас идет через месяц. Ой, стараемся, друзья мои, платить вовремя. А что вообще грозит должникам, если они не платят своевременно? Ну, не то, что своевременно, вообще вот не заплатили. Также в рамках действующего законодательства идет сначала начисление пени, также ограничение уже подачи коммунальных услуг, и взыскание долга в судебном порядке. А в каких случаях вводится ограничение энергоснабжения? Кажется, вы ответили на этот вопрос, да? Да, я уже подчеркнул ранее. Вводится, опять же, за то, что, если мы говорим о физическом лице, это не уплата за два расчетных периода, 2 месяца. Если это юридическое лицо, то уже после истечения первого расчетного периода мы можем вводить какие-то ограничения режима потребления. Ну, тут самое главное, чтобы до суда дело не довести. Можно вообще, да, решить вопрос с долгом, чтобы до суда дело не дошло? Нужно решить вопрос с долгом. Есть такое понятие, как соглашение о реструктуризации или частичное погашение задолженности. Это соглашение заключается при условии, если потребитель вносит 30% от суммы задолженности. Ну, понятно, что, вероятно,
бывают разные обстоятельства у семьи, у человека, поэтому, конечно же, все эти вопросы решаются обязательно в индивидуальном порядке. К нам приходят потребители, если это нужно, они предоставляют необходимые справки, это все несложно, справка о доходах, справка о том, что семья является многодетной и так далее, о том, что в данный момент потребитель находится в нетрудоспособном состоянии и так далее. Справки, все это собирается, решение принимается в течение 3 дней, и с потребителем заключается соглашение о реструктуризации задолженности. Но повторюсь, что основное правило – это оплата 30% от задолженности. Но бывает и решает комиссия несколько по-другому, да, 10%. Но главное, что все решаемо. Да, это все решаемо. Не так все страшно. Это все решаемо, и потребителю не будут введено ограничения режима энергоснабжения. Он будет производить ежемесячно оплату задолженности и текущий платеж. Главное вовремя уведомлять о том, что, бывают моменты, да, не могу сейчас, не могу сегодня. Но вот уехал будет, куда-то. Да, уехал. Но это будет там через 3 дня. Тогда ограничения не вводятся. И при этом, конечно же, никакие судебные разбирательства. А заранее к вам можно прийти, если я вот собрался куда-то уезжать, чтобы мне там сделали ограничения или вообще отключили? Не нужно мне электроснабжение. Желательно. Если у вас установлен дома прибор учета, и вы передаете показания по приборам учета, если этих показаний не будет, то расчет будет по среднему и по нормативу. Многим клиентам это не нравится. Поэтому можно ежемесячно, у нас специальная легкая форма. Если вы не можете дозвониться до контакт-центра, пожалуйста, оформите форму. Если комфортно работать с интернетом, на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» форма. Просто адрес, номер лицевого счета, это есть на квитанции, в правом левом углу есть номер счет квитанции, вернее, номер лицевого счета. Очень просто. Показания, номер лицевого счета, все уходит, фиксируется в базе данных, в биллинговой системе, и расчет производится по фактическим вашим показаниям. В таком случае расчет будет минимальный, так как вы отсутствуете, и, естественно, и санкций никаких не будет. Если будет расчет без приборов учета, расчет пойдет по среднему сначала, потом по утвержденным нормативам. Понимаете, что задолженность растет, оплаты нет, и Энергосбыт будет думать, что есть задолженность, и, вероятно, уже будут какие-то введены сначала, естественно, предупреждения, но потом уже ограничения. Поэтому, чтобы этого избежать, можно просто позвонить в контакт-центр и сказать, что мы будем отсутствовать, у нас есть прибор учета в норме, буду передавать 0 или как по факту есть. Вы сказали про соглашение на рассрочку оплаты долга. Как заключить это соглашение? Повторюсь, соглашение заключается при условии оплаты 30% от суммы долга. Понятно, что бывают разные непростые жизненные ситуации, и, естественно, к каждому потребителю будет осуществлен индивидуальный подход. При этом следует помнить, что соглашение налагает на потребителя также и обязанности. То есть, если договорились, то необходимо осуществлять график платежей, вовремя производить оплату, в случае отсутствия возможности опять информировать. Все это можно сделать будет в городе Якутске в Центре обслуживания потребителей по адресу Федора Попова, 21, а для наших слушаний иногородних по факту, по месту проживания, то есть в участках, отделениях уже Энергосбыта. Все вопросы, еще раз повторюсь, можно задать в контакт-центр. Город Якутск, 498, а также по удобной форме. Пожалуйста, на сайте правый угол верхний, задать вопрос энергетику, вы можете задать вопрос, оставить электронную почту, ответ будет практически моментально. Тем радиослушателям, которые только что к нам подключились, вы слушаете Радио СТВ, у нас обсуждаются актуальные темы энергоснабжения. Мы вернемся после небольшой рекламы. Между прочим, новая песня на Радио СТВ называется «Игра», дуэт Milky Chance. У нас какого-то рода тоже дуэт. Наши энергетики пришли в студию Радио СТВ не просто так ответить на волнующие вас вопросы в дуэте. Ксения Погорельская, Ксения Петровна, это начальник отдела по работе с населением Энергосбыта Якутская энерго, и Алексей Владимирович Яныгин, исполняющий обязанности заместителя начальника Якутского отделения Энергосбыта. Я так понимаю, не так давно пришли. Да, все правильно. В Энергосбыт. Вливайтесь, мы продолжаем отвечать на вопросы. Пришел вопрос от Максима, у которого нет сейчас электроэнергии, по адресу Автодорожная, да, если не ошибаюсь. Отключили до 17 часов. Максим замечает, что
вы постоянно отправляете на сайт. А что делать, если вот света нет? В интернет тоже в таком случае невозможно войти. Вот. А Максим работает стоматологом. Вот. Люди с зубной болью, получается, вот как-то должны в сторонку дойти. Что делать? Сейчас по технологическим отключениям, по ограничениям, связанным с ремонтными работами, Алексей пояснит. Я хочу пояснить по поводу отсутствия электроэнергии и, соответственно, интернета. Но попробуйте воспользоваться своим смартфоном через мобильную связь. Страница адаптирована, очень будет удобно. То есть она приложение есть? Нет, пока нет приложения, но страница адаптирована. То есть вы зайдете, и не будет необходимости катать там ролик и искать. Она адаптирована под смартфоны, будет очень удобно. Все точно так же, как и я говорила, да. Если срочный вопрос, ну, на самом деле, Максим задавал вопрос до принятия, до эфира начала, да, поэтому отрабатываем, мы узнаем, какая причина, но Алексей, наверное, сейчас пояснит по технологическим отключениям. Проблема в том, что есть у нас 3 категории потребителей, которые... Первая, вторая — это неотключаемые потребители и потребители 3-й категории, которые относятся к прочим. То есть, если у нас проводятся какие-то плановые работы, либо неплановые на линиях, на подстанциях, на другом каком-то энергооборудовании, мы можем отключить, но не больше чем на 24 часа. Предупреждения есть где-нибудь? Все предупреждения, они вылаживаются на сайте Якутскэнерго. Опять на сайте? И в Инстаграме. Надо подписаться в Инстаграме, друзья. А страница какая? Якутскэнерго. Якутскэнерго. Так, хорошо. Вот есть еще один вопрос от нашего слушателя. Задает вопрос, зачем придумали передавать показания счетчика? Показания счетчика необходимы для того, потребителям передавать, для того, чтобы был корректный расчет. Ежемесячно начисление производится за энергоресурсы 3 способами. Либо это по показаниям прибора учета, который рекомендуется передавать с 23 по 28 число. В случае, если показания прибора учета отсутствуют, расчет будет производиться по среднему потреблению, который высчитывается за прошлые периоды. И если вышел срок расчета по этим средним потреблениям, далее начисление производится по нормативам, которые утверждены постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Поэтому потребители многих, они говорят, я не хочу, чтобы расчет был по среднему или по нормативу, я буду передавать показания приборов учета. Мы чуть позже поясним, как это можно будет сделать без звонков в контакт-центр. Многие клиенты жалуются, не могу дозвониться, да, потому что 23-28 число достаточно сжатое. И многие говорят, я настаиваю на том, чтобы расчет был по показаниям приборов учета. То есть передавайте. В любом случае, когда потребитель передает показания приборов учета через месяц, 2-3, производится перерасчет по показаниям приборов учета. При условии, что с прибором учета все нормально, он принят, пломбы на месте, то есть перерасчет будет. Многие клиенты говорят, я буду передавать показания раз в год или раз в 2 года. Ну, так получается. Это же удобно. Многим это удобно. То есть расчет идет по среднему, по нормативу, потом перерасчет, и потребитель уже видит свое конкретное потребление. Кому как. Поэтому корректный расчет. Передаем показания приборов учета с 23 по 28 число. А как платить один раз в год, если вы говорите то, что если вы не заплатили в течение 2 месяцев, вам отключат Передает показания, но не производит оплату. Оплату производить необходимо будет ежемесячно до 10 числа. То есть начисление будет осуществляться по среднему потреблению, либо по нормативам утвержденным. Начисление будет в любом случае. Но мне не отключат свет, если я не буду 2 месяца платить? По закону до 10 числа, потом начисление пений и ограничения в случае, если у вас задолженность равна больше 2 нормативных начислений, исчисленных по постановлению. Сложная схема для понимания. Я не совсем понимаю, вот, честно. Я после эфира подробно объясните мне. Есть постановление Республики Саха-Якутия и есть нормативы. А норматив рассчитан от количества проживающих, от количества комнат, от количества площади. Пересечение всех этих данных дает ваш норматив. Например, у вас норматив, вы проживаете в 2-комнатной квартире с электроплитой, норматив ежемесячно будет 242 рубля 50 копеек. Если ваша задолженность будет больше 2 этих нормативов, 242 плюс 242, если задолженность будет больше 480 рублей... то есть есть какие-то рамки определенные, за которые я все правильно, я понял, все отлично. Да, законодательство поменялось, это было более
7-8 лет назад, ранее считалось, потребитель неплательщик тот, кто не произвел оплату в течение 2 расчетных периодов. Сейчас это 2 расчетных норматива. Как я объяснила. То есть эти нормативы надо просто узнать и как-то в них вписываться? Примерно, да, можно так. Ксения Петровна, известно, что самовольные присоединения опасны для всех окружающих. Самовольные, друзья мои, на минуточку, да? Куда обращаться в таких случаях? Абсолютно верно. Это к Алексею Владимировичу, знатоку самовольников. Да, по этому поводу я могу пояснить следующее. Вообще опасность к окружающим при самовольном подключении к электрическим сетям — это прежде всего опасность пожара, опасность, это нагрузка на линии идет, то есть может какие-то сбои в энергоснабжении быть и так далее. Ну и эти случаи необходимо обязательно пресекать. В случае, если такие вы увидели где-то, где подключились самовольно, это обычно набросы, либо еще каким-либо способом, то необходимо обязательно обратиться к нам, Якутскэнерго, по телефону 49 70 00, либо по телефону 8 800 100 ровно 2205. 49 70 00, я запомнил. Так, без подписи сообщения. Здравствуйте, хотелось бы побольше узнать о оповещении об энергозависимых установках. Да, действительно, есть клиенты, у которых имеется энергозависимое оборудование, это электрические котлы и так далее. Да? Также приборы, которые связаны с жизнедеятельностью человека, искусственная вентиляция легких и так далее. Потребителям необходимо оповестить нас, энергетиков, что есть на объекте физического лица энергозависимое оборудование, для того, чтобы были предприняты определенные меры. То есть мы обязательно в базе данных у себя отфиксируем, что данный объект физического лица содержит в себе энергозависимое оборудование, котлы и так далее, да, для того, чтобы уже с потребителем держать более тесную связь, для того, чтобы исключить коммерческие отключения, которые могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому, да, мы выходим с просьбой к потребителям и очень просим обязательно уведомлять нас об этом. И несколько вопросов поступило с просьбой разъяснить, что же такое прямые договоры с поставщиком ресурсов. Ну, по поводу прямых договоров я могу рассказать о том, что с 3 апреля 2018 года вступил закон с поправкой в жилищный кодекс, где собственники квартиры имеют право заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. То есть при заключении прямого договора они могут оплачивать к нам напрямую в кассу энергосбыта. Таким образом, закон упростил для собственников и нанимателей жилых помещений процедуру заключения прямых договоров. В случае, если управляющая компания не исполняет надлежащим образом свои обязанности. А как такой договор с поставщиком заключить? Это делается очень просто. Необходимо собрать собрание жильцов, либо сама управляющая организация может выйти на ресурсоснабжающую организацию с тем заявлением о переходе жилых и нежилых помещений на прямые договоры с ресурсниками. Так, понятно. Так, еще один вопрос. Про кассы спрашивают. Сколько в Якутске касс вообще? В городе Якутске и пригородных населенных пунктах на сегодня работает 22 кассы энергосбыта. Без выходных, в том числе по воскресеньям, работают кассы Центра обслуживания потребителей Якутскэнерго на Федора Попова, 21, магазин Манчары, на улице Курнатовского, 1/2А, на улице Можайского, 27А, на рынке Маниатах, на Рыдзинского, улице 24, и в торговом центре Кэскил на улице Курашава, 8. Повторюсь, что эти кассы работают у нас и по воскресеньям в том числе. Не все это знают, не все знают. Поэтому я в одно время ходил исключительно по воскресеньям. Красота. Друзья, но все-таки самое удобное, я считаю, это все-таки через сайт оплачивать. Никаких очередей в любой день. Главное делать это по определенным датам до 28-го. До 10 числа. До 10 числа. Кстати, с помощью этих форм можно и передать показания приборов учета. Абсолютно правильно вы говорите. У нас есть партнеры, платежные агенты, с которыми мы очень тесно сотрудничаем и очень продуктивно. На сегодняшний момент
к счастью, увеличивается количество абонентов, которые перешли на онлайн-оплату. Там же в онлайн-оплате они передают показания приборов учета и тепловой энергии, и электрической энергии, и ГВС, и вместе производят оплату. Сейчас мы работаем, сотрудничаем с одним из партнеров для того, чтобы платежные документы, то есть счет квитанции, потребитель видел уже ежемесячно в своем мобильном приложении. Поэтому я еще раз хочу просто обратить внимание на то, что производит оплату потребитель без какой-либо комиссии, просто сумма своего начисления ежемесячного или задолженности. Поэтому все банки-партнеры, практически все у нас работают без комиссий. Поэтому всю информацию по оплате вы также можете узнать в контакт-центре или еще раз посылаю на сайт ПАО «Якутскэнерго». Там в информации для частных лиц можно найти все, что угодно. А я призываю ПАО «Якутскэнерго» все-таки подумать над разработкой приложения. Принято. Чтобы действительно это будет намного мобильнее, я так считаю. Принято. Так, будет свое приложение. Так, вот вопрос еще один, что касается МКД. Это... Обязательно ли всем жильцам предоставлять? Или можно через управляющую компанию? Если под управляющую компанию, то, конечно, показания имеется в виду. А что такое учета? МКД? Многоквартирный жилой дом. Если управление под управляющей компанией потребитель находится, то показания приборов учета необходимо передавать в управляющую компанию. Если потребитель на прямых договорах с исполнителем коммунальных услуг, например, с энергосбытом ПАО «Якутскэнерго», то показания необходимо передавать любым удобным способом. Через платежных агентов, как через Сбербанк онлайн или мобильное приложение. Через спецформу на сайте не нужно звонить, можно просто открыть спецформу, указать лицевой счет, указать показания приборов учета, отправить, они будут приняты в биллинговой систему для расчета, либо дозвонившись до контакт-центра. Спасибо за ответ. Друзья, у нас уже 12:46 в столице. Будем не подводить итоги, да, потому что невозможно какие-то итоги подвести. Давайте напоследок о приятном. Насколько мне известно, завтра у коллектива Центра обслуживания потребителей Якутска праздник. Верно. Да. Давайте о празднике. 1 ноября Центр обслуживания потребителей отмечает первый юбилей 5 лет. Сегодня ЦОП во многом оправдал жизнь. Спасибо, жители столицы. Наша жизнь развивается, совершенствует свою работу. Мы направлены всегда и стремимся к этому. По сравнению с первым годом, сегодня ЦОП намного расширил свои возможности по обслуживанию потребителей. Мы создали многое, чтобы работа центра отвечала всем современным стандартам. В центре можно получить консультацию по вопросам энергоснабжения, заключить договор, подать заявку на подключение к электросетям, оформить субсидию. Мы очень тесно сотрудничаем с коллегами с агентства субсидий. И необходимо отметить, что услуги и консультации данного специалиста очень востребованы в Центре обслуживания потребителей. Повторюсь, можно задать любой вопрос энергетикам и произвести оплату. Поздравляю вас с вашим замечательным праздником. Друзья, я прошу прощения за те вопросы, на которые мы не успели ответить. Их предостаточно. Вот что будем делать? Передадим в колл-центр. Передайте, пожалуйста, нам. Мы будем отвечать. Да, пожалуйста, напоследок тогда еще раз ваши телефоны, на которые можно звонить. Если потребители города Якутска хотят обратиться, это контакт-центр 498-498. Для иногородних потребителей, напоминаю, код 411-20. Можно задать вопрос на форму на сайте ПАО «Якутскэнерго» в правом верхнем углу, задать вопрос энергетикам. Нажимаете, задаете вопрос. Или многоканальный телефон 8 800 100 22 05. Эти телефоны тоже есть на сайте. Еще раз повторю, что страничка адаптирована, она удобна. Можно заходить с мобильного своего смартфона. Пожалуйста, пользуйтесь. Но также у нас еще есть горячая линия в случае выявления каких-то самомольных подключений. Это 49 70 00. Актуальные вопросы энергоснабжения. Мы их обсудили. Я благодарю Ксению Петровну Погорельскую, начальника отдела по работе с населением энергосбыта Якутскэнерго. Спасибо вам. Спасибо вам. Всегда приятно с вами общаться. И новый человек, который вернется в нашу студию, я надеюсь. Алексей Владимирович Яныгин, исполняющий обязанности заместителя начальника якутского отделения энергосбыта, тоже ПАО Якутскэнерго. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо. До свидания.